Депутат Жогорку Кеңеша Бакытбек Марипов на заседании парламента поднял вопрос штрафов по проекту «Безопасный город» в Аше. По его словам, водители получают уведомления без фотодоказательства. На рост количества нарушений ПДД влияет и отсутствие дорожной разметки. Прежде чем внедрять проект «Безопасный город», необходимо было установить дорожные знаки и нанести разметку в городе. Из-за отсутствия этих условий на дорогах в Аше количество штрафов значительно увеличилось. В конце января этого года МВД вынесло на общественное обсуждение законопроект, который разрешит отправлять штрафы по проекту «Безопасный город» в электронном виде. Сейчас по закону постановление нужно доставлять в бумажном виде водителю или его родственникам. Это усложняет процесс и требует больших затрат. МВД предлагает отправлять штрафы через электронную почту, портал госуслуг и мобильные приложения. По закону штрафные уведомления должны доставляться письмом по почте. Также мы обращались с просьбой рассмотреть возможность отправки штрафов с фотодоказательствами через цифровые сервисы, включая электронные адреса водителей и приложение Түндүк. Проект «Безопасный город» работает в Аше с сентября прошлого года. Все зафиксированные нарушения проходят проверку в мониторинговом центре городской службы безопасности дорожного движения. В мэрии Аше пояснили, что штрафы пока отправляются только через мобильное приложение Түндүк. При этом фотодоказательства там отсутствует. По всем уточняющим вопросам водители могут обратиться в мониторинговый центр. Спорный момент болса. Если кто-то из водителей после начисления штрафа хочет потребовать доказательства или оспорить его, то может обратиться в мониторинговый центр. По этому вопросу работают юристы. Государство передало муниципальное здание в пользование мониторингового центра, где трудятся квалифицированные специалисты. Юристтери бар, операторлар бар. В городской службе безопасности дорожного движения пояснили, что срок оплаты штрафа начинается с момента его получения. Сейчас работает пилотный проект по отправке уведомлений через электронные приложения. Доставка штрафных уведомлений по почте временно приостановлена. Информация о штрафе поступает в течение месяца. Если уведомление не доставлено по почте, 30-дневный срок не начинается. Отчет ведется с момента получения штрафа адресатом. В настоящее время в Аше функционирует 60 камер видеонаблюдения. Еще 90 камер уже установлено, но пока не введены в эксплуатацию. Айтунук Мамытова, Саймых Маратулу, Бектур Калбекулу, ЛТР Ош.